Доброе утро, Республика! Очень рад, что вы встречаете этот новый день вместе с нами. Всем хорошего и отличного настроения в этот день недели. Сегодня среда, 9 октября. Сегодня отмечается Всемирный день почты. Он отмечается с большим удовольствием во всех отделениях связи, так как труд людей, задействованных в этой сфере, трудно переоценить, особенно, к примеру, сельских почтальонов, которые работают в достаточно сложных условиях. Кстати, вот нашел весьма интересный день, который я не знаю, кто придумал, но он носит определенный смысл. День сегодня отражения в лужах. Вот, видимо, какой-то романтик увидел там перевернутые миры и в капле воды увидел отражение, не знаю, пролетающей чайки или еще чего-нибудь и создал образ вот такого дня отражения в лужах. Какая-то параллельная реальность, которую мы можем с вами все увидеть, но погода сегодня говорит совершенно о другом. Сегодня мы будем видеть отражение, видимо, не в лужах, а в снеге. Кстати, по народному календарю говорилось, что если в этот день пойдет все-таки дождь, то еще 3 недели он будет идти. А коли в этот день идет снег, то зима ляжет на Михайлов день. 21 ноября уже наступят большие серьезные морозы. Сегодня в Якутске идет снег. Может, действительно у нас немножечко вот эта осень задержится и плавно потом перейдет в зиму только после 21 ноября. Ну, давайте о прогнозе погоды, какой он сегодня будет. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром было -3, -1. Днем от -1 до +2 градусов. В Заречье -3, 0, днем +1, +4. На юге республики -5, -3, днем -3, -2. В Вилюйских улусах -7, -5, днем -2, 0. В Нижнеленских улусах -8, -2, днем -3, +8. На западе республики -7, -5, днем -5, -2. В Колымо-Индигирских улусах -14, -3 утром, днем -13, -1. В Янских улусах -14, -9 утром, днем -8, -2. На северо-западе -6, -3, днем -5, -3. В Якутске в 6 утра температура воздуха составила -1 градус. Атмосферное давление 745 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 3,8 метров в секунду. Днем же ожидается температура воздуха от 0 до +2 градусов. И мокрый снег будет сопровождать весь сегодняшний день. Настало время передать слово информационной службе нашего канала. Новости. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Нерюнгринские спасатели накануне извлекли из-под завалов мужчину. Происшествие произошло во время проведения работ по углублению канавы. Очевидцы сразу же приступили к спасению пострадавшего и вызвали экстренные службы. Спасатели и пожарные откопали мужчину и передали врачам скорой помощи. По предварительной информации, он повредил голеностоп, также возможно повреждение ребер из-за длительного сдавливания. Управление дорог Вилюй сообщило о демонтаже наплавного моста через реку Ачугуй-Батуобе на 1151 километре трассы Вилюй в Мирнинском районе. А демонтаж наплавного моста через реку Тюкян на 702 километре запланирован на 12 октября. В период начала ледостава до становления переправы будет установлен перерыв движения по данным водным преградам. Обратный ввод объектов в эксплуатацию намечен на 4-й квартал следующего года. Длина сооружения через реку Ачугуй-Батуобе составит 191 метр, через реку Тюкян – 267 метров. Их ввод позволит ликвидировать временные переправы, благодаря чему участки трассы станут круглогодичными. 95-летний юбилей отметила Амгинская ветеринарная служба. Все эти годы ее сотрудники стояли на страже биологической и продовольственной безопасности района. Работали там многие видные специалисты, которые внесли свой вклад в развитие ветеринарной службы Улуса. Сегодня в 15 участках района работают 74 сотрудника. Один из них – ветеринарный врач Амгинского участка Василий Слепцов. Вот уже больше 20 лет он работает во благо благополучия людей, ограждая от опасных болезней
заболеваний животных. С каждым годом, можно сказать, это улучшается снабжение, медикаменты хорошие сейчас уже. Вот новое оборудование в прошлом году перевезли, вот УЗИ для собак, кошек и так далее. Ага. И в этом году вот операционный стол. Ну, можно сказать, мелкими шагами идем вперед. В Ленске продолжается строительство сквера старожилов и ветеранов. На данный момент производится планирование и разметка площадки, отсыпка и дальнейшее бетонирование территории. За создание городского объекта проголосовали сами ленчане в рамках программы «Комфортная городская среда». Контракт переходящий, работы продолжатся в следующем году. По завершению в городе появится еще одно комфортное место для отдыха. У нас разбито на 3 этапа. Это сквер, будем говорить, сквер ветеранов. Сегодня мы устанавливаем флагшток. То есть первый этап – это монтаж фундамента и сборка и монтаж самого флагштока. То есть все остальные работы поэтапно будут переходить на весну и летний период окончания. Сегодня Всемирный день почты. Он проводится ежегодно с 1969 года по решению Конгресса Всемирного почтового союза. Цель этого праздника – пропаганда роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и его вклад в социально-экономическое развитие стран. День российской почты наша страна отмечает во 2-е воскресенье июля. В России сегодня более 40 тысяч отделений почтовой связи. Компания охватывает своими услугами 99% территории страны. 286 школьников со всей республики съехались в Якутск, чтобы побороться за звание чемпиона Якутии по шашкам. 24-е республиканские соревнования среди детей школьного возраста по русским шашкам проводятся на призы мастера спорта СССР, призера Европы среди ветеранов Николая Савинова. Участники – это юноши и девушки 4 возрастных категорий с 2004 по 2011 годы рождения. Победители и призеры по 10-е место получат денежные и поощрительные призы. Призовой фонд турнира составил 80 тысяч рублей. Заниматься шашками, шахматами очень полезно, потому что, во-первых, отвлекает от компьютера. Целыми днями сидеть за компьютером, толкать или думать над доской шахматными задачками или соревноваться шашка-шахматы, эта голова очень хорошо работает. И все наши ребята, которые играют и очень хорошо учатся. Столько лет, столько соревнований ездят, все равно они учатся только на 4,5. Лыжный сезон начался в Валданском районе. Накануне там прошла первая тренировка. В заезде участвовали около 100 спортсменов. В Валдан приехала сборная юниоров Китая, а 15 октября заедут все остальные команды. Это и Хабаровский край, Приморье и Южно-Сахалинск. Как отметили в Центре подготовки лыжников, сборная России в этом году будет представлена малым количеством спортсменов. Также стоит отметить, что этот сезон по меркам лыжников начался немного позднее, чем в предыдущие годы. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь. Спасибо, коллеги. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире для вас. Вы можете отправлять свои WhatsApp-сообщения на наш студийный номер 8 914 279 22 62 с приветами, поздравлениями, и мы их зачитываем в прямом эфире по мере возможности. А мы продолжаем. Умные лежачие полицейские могут появиться в некоторых регионах страны уже с 2021 года. В настоящее время проекта проходит бурное достаточно обсуждение. Что же это такое умные лежачие полицейские? Умные дорожные неровности, именуемые в народе лежачими полицейскими, подключены к комплексу фото и видеофиксации, что позволяет барьеру самостоятельно
определять, когда необходимо подняться или опуститься. Главная особенность технологии состоит в необходимости соблюдать правила дорожного движения. Если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится. Еще одна интересная особенность – работа лежачего полицейского может основываться на данных телематического комплекса. То есть система знает, какой автомобиль становился участником ДТП и как часто на этой машине нарушаются правила. Для нарушителей барьер будет, разумеется, подниматься чаще. Кроме того, эксперты выделяют еще несколько плюсов новой технологии. Продлевается жизнь подвески примерно на 40%, и автомобили производят меньшее количество выбросов вредных веществ в атмосферу за счет отсутствия необходимости в торможении и разгона после него. Опытные испытания проекта уже проведены, они позволили разработчикам продвинуться дальше в определении оптимального расстояния между камерой и барьером, чтобы внезапное появление препятствий не привело к созданию аварийной ситуации. Если разработки скажут «да», то пилотные регионы, в которых будет проходить пилотное тестирование технологий, назовут уже в следующем году. Вот так едешь, а тут бах, и перед тобой искусственная неровность. Поэтому надо быть более внимательным. Хотя проект действительно заслуживает обсуждения, но он интересен, потому что надеюсь, что он снизит количество аварий на дорогах. Если у вас родился первенец, то мы вас поздравляем. А знаете ли вы, что вы можете еще и рассчитывать на единовременную выплату? Как ее получить, в офисе «Мои документы» расскажет наш следующий сюжет. Как многие знают, 14 февраля этого года был издан указ главы Республики Саха-Якутия, который был направлен на поддержку рождаемости в нашей республике. В соответствии с данным указом, каждый родитель, родивший или усыновивший ребенка, начиная с 1 января 2019 года, имеет право на получение единовременной денежной выплаты на рождение первенца. На текущий момент размер выплаты составляет 33 812 рублей. Существует также несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание для тех родителей, кто желает получить данную выплату. Во-первых, А мы продолжаем дальше. У нас сейчас более полезная информация, связанная с тем, для кого интересны вакансии, которые предлагает Центр занятости населения города Якутска в данный момент. Требуется менеджер, комьюнити-менеджер, свободное владение английским письменным языком, креативность и нестандартный подход при создании контента, хорошее знание игровой индустрии, интерес к играм, грамотная устная и письменная речь, понимание принципов социальных сетей, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, зарплата от 35 тысяч рублей. Менеджер по персоналу, HR-менеджер. Высшее образование, психологическое управление персоналом, менеджмент, понимание основных принципов организации процессов, желание координировать и сплачивать людей, вдохновлять и раскрывать их возможности, отличные навыки ведения переговоров, планирования, организации и контроля. Зарплата от 35 тысяч рублей. Художник, конструктор, дизайнер. Наличие портфолио, отличное понимание принципов анимации, работы анимационных инструментов, знание критериев топологии, персонажа 3D-анимации, знание программ, уверенное владение одной из программ, Blender, Cinema, приветствуется знание Motion Builder. Зарплата от 40 тысяч рублей. Если вас заинтересовала какая-либо из этих вакансий, вы можете обращаться в Центр занятости населения города Якутска, который располагается по адресу Петра Алексеева, 6/1. И, возможно, вы найдете себе работу по своей душе и уровню заработной платы. А мы двигаемся дальше. Ипотека под рекордные низкие 2% будет выдаваться на Дальнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока. Соответствующее постановление правительства сейчас находится на доработке в Министерстве финансов России. Итак, на ипотеку под 2% вы можете рассчитывать, если вы молодая семья или если вы получатель дальневосточного гектара и планирующий построить дом на своей
своей соответствующей земли. Размер кредита будет максимум 6 миллионов на срок не более 20 лет. Скорее всего, первоначальный износ, размер которого пока обсуждается. Он будет в любом случае. Кто же входит в понятие категории «молодая семья»? Обязательно необходимо российское гражданство. Возраст обоих не должен превышать 35 лет. Также семья должна состоять в зарегистрированном браке не менее 1 года. Неполные семьи, подходящие под это описание, также могут рассчитывать на льготную ипотеку. Еще одна важная деталь: возможности рефинансировать уже существующие кредиты не будет. Поэтому вот это имейте в виду. Вот, кстати, про семью. Далее наш следующий сюжет будет связан с супружеской парой из села Актемцы Хангаласского улуса. Они мечтают воспитать и вырастить 20 приемных детей. Сейчас в семье Владислава и Светланы Ксенофонтовой уже 2 родных и 7 приемных детей. С ними встретилась наш корреспондент Виолетта Засимова. Владислав и Светлана познакомились в 2001 году в Верхневилюйском улусе, откуда они родом. С 2002 года начали жить вместе. В 2003 году родилась их первая дочь Ванесса. Через 4 года вторая дочь Василиса. В 2010 году молодая семья переехала в село Актемцы. Глава семейства Владислав начал принимать заказы по изготовлению мебели, а жена Светлана устроилась воспитателем в Актемский филиал ЕГСХ. Жили они бы и дальше, как среднестатистическая семья, пока в прошлом году не приняли решение стать приемной семьей. Начали, как и все приемные семьи, с гостевого режима и на весенние каникулы взяли к себе 3 мальчишек. После каникул они обратно уехали в детский дом. Потом у нас очень скучно стало. Потом через месяц сразу документы делали, бегали. Через месяц 3 нашей семьи взяли, и до сих пор они живут. В этом году семья пополнилась еще 4 детьми, 3 мальчика и 1 девочка. С увеличением количества домочадцев Светлана решила посвятить себя полностью воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства. Более того, она совмещает оба дела. Своих детей она учит на дому проектной деятельности посредством разведения домашних животных. Научила свою старшую дочку написать проект, и она сразу написала проект о кролиководстве. И начала заниматься развитием кролиководства. Она взяла в себе кроликов-великанов на разведение и калифорнийских кроликов. Калифорнийские кролики отличаются тем, что они зимуют. Помимо кроликов, у Ксенофонтовых во дворе водятся 2 жеребенка, 5 коз, есть гуси, утки и даже лиса. Также с этого года Владислав начал заниматься пчеловодством. Дети принимают активное участие в присмотре за живностью. Это не только помощь родителям, но и интересное времяпровождение. Совсем недавно Ксенофонтовы приняли участие в выставке-ярмарке «Хангаласская осень» в Ортодойду, где посетители могли погладить их кроликов, подержать в руках гусей или сфотографироваться с жеребенком. Что ни говори, а решиться взять приемного ребенка непросто, но Ксенофонтовы решили пойти дальше. У нас с женой мечта: до 50 лет должны 20 детей воспитать из детского дома. Но это мы сделаем, пока мы молодые. Ксенофонтовы на 7 детей уже ближе к своей мечте. Уверены, их благородная цель будет достигнута. Специально для «Нового дня» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Гордость берет за такие семьи. Просто молодцы. Мы продолжаем. Наука Якутии – это кладезь инновационных идей и проектов. Есть молодые перспективные ученые, которые занимаются наукой во благо развития родной республики, страны в целом. И есть те, кто занимается серьезной научно-исследовательской деятельностью. Кстати, недавно глава республики Айсан Николаев отметил, что среди молодых ученых есть те, которые могут прославить Якутию на весь мир. Вот, кстати, об этом и будет рассказывать наша новая рубрика под названием «Наука Якутии». Кстати, если у вас есть определенные вопросы, предложения, связанные с этой рубрикой, вы можете обращаться на WhatsApp номер Министерства образования и науки. Это 8 924 870 1044.
Я родом из города Якутска, закончил 14-ю школу и поступил в радиотехнический колледж на специальности связи системы коммутации и дальше решил продолжить свое образование уже в университете. Поступил в Якутский государственный университет, физико-технический институт. По окончании в 2011 году меня пригласили учиться в аспирантуру в Институт проблем нефти и газа по специализации материаловедения, заниматься морозостойкими резиновыми деталями. В данное время я работаю в Северо-Восточном федеральном университете в лаборатории технологий полимерных нанокомпозитов, где мы занимаемся материалами, адаптированными к нашим условиям эксплуатации. Также у нас начинается направление биосовместимых полимеров. Я больше предполагал то, что буду инженером и инженером по связи, поэтому я закончил колледж, также закончил ФТИ, и как-то судьба так сложилась, что я поступил в аспирантуру. Ну, я, наверное, был обычным ребенком, особо никаких интересов не проявлял. Учился хорошо. Читать я любил. В основном любил детские детективы, потом со временем перешел на классиков, а потом в последнее время все-таки стал больше читать художественную литературу, особенно книги, по которым поставлены фильмы. Пригласили меня потом работать в эту лабораторию ведущим инженером для обслуживания растрового электронного микроскопа фирмы Джоу, которая располагается в Фене. Это уникальнейшее оборудование, которое позволяет рассматривать объекты в нанометровом диапазоне в увеличении до 1 миллиона раз. Работая в лаборатории, я увидел то, что мы разрабатываем хорошие уникальные материалы. Сделал упор на практическое внедрение. По просьбе одной из ведущих горнодобывающей компании был разработан уплотнитель для трансмиссии на бульдозер, который выдерживает наши холода до минус 60 градусов и температуру максимально плюс 200. Также на основе этого же каучука были разработаны уплотнители свечных колодцев на автомашину УАЗ. По просьбе одной из фирм, Автогрупп, был разработан сальный блок, который прошел успешные испытания, и сейчас в данное время мы думаем о налаживании серийного производства. Это разработан демпфер для автомашины УАЗ, также для Якутскмедтранса. В данное время они проходят испытания. Здесь сделаны уплотнительные кольца для бензоколонок, чтобы при отрицательных температурах не протекало. И в принципе наши материалы себя показывают хорошо, и в этом направлении стоит двигаться. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. А перед тем, как представить нашего следующего гостя, я предлагаю посмотреть небольшой ролик. Надеюсь, вы поняли, что сегодня речь пойдет о продолжении программы «Охота и рыбалка в Якутии». И у нас в студии ведущий этой передачи Илья Борисов. Также он является первым заместителем генерального директора ГУП ТЦТР Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Илья. Доброе утро, Иван. Скажи, пожалуйста, вот то, что мы видели, да, в ролике, где эти были сняты уникальные кадры, вот особенно этот баран, стоящий на горе, и там ты кого-то тоже выловил удачно. Ну, нынче, на самом деле, мы уже довольно-таки много мест посетили в республике, но конкретно вот в этот ролик вошли кадры из Булунского района, из Алекминского. Ну, понятно, баран — это Булунский район, это примерно, так скажем, речка Хараулах и местность вот возле этой речки. Там же, если видно, что вытащил я рыбу, это хариус, арктический хариус, он таких размеров достигает.
Это тоже из речки Хараллах. Честно говоря, такого хариуса впервые я видел вообще своими глазами и трогал. Ну и вот удалось и поймать даже. Передача продолжит свои выходы в эфир. Какие-то новые планы, идеи уже есть? Конечно. То есть мы еще анонсировали с командой нашей, что передача продолжится, и мы ни в коем случае не будем останавливать выпуски наши. Ну, планов таких, вот, к сожалению, наверное, охотники и рыбаки не строят прям такие конкретные планы. Это все-таки воля случая. Конечно же, Байнай должен быть всегда с вами. Но планы конкретно вот касаются самого выпуска и процесса выпусков телепередачи. На сегодняшний день у нас план стоит, это, конечно, по качеству. То есть отец многие годы этим занимался, он достиг каких-то определенных высот, и мы очень бы не хотели снижать качество передачи. Для меня это, конечно, все ново и достаточно тяжело. Вот, но мы стараемся, команда у меня осталась прежняя от отца, и поэтому они специалисты, опытные, очень сильно я на них полагаюсь. Ну вот первый выпуск уже вышел, и вроде бы даже по откликам люди восприняли положительно эту передачу. Вот. Затем у нас стоит по, конечно, количеству выпусков. Мы не хотим уходить с экранов, не хотим уходить с других каких-то площадок, медиаплощадок. Попытаемся восполнить то же количество передач, что и выпускал отец. Вот кто не успел увидеть еще первый выпуск, да, уже с твоим участием, что в нем можно увидеть? Первый выпуск посвящен охоте на медведя. Это охота на реке Такко в Алекминском районе. Это был действительно вообще первый выпуск. То есть именно моим личным участием это вообще были первые съемки. Ну, в принципе, поэтому, наверное, решили, что вот прям первые съемки, будет первая передача. В целом, конечно, это синхронность съемок и выхода в эфир, она совсем отсутствует. То есть мы можем что-то снять летом, а выйдет это только после Нового года, а то, что сняли перед Новым годом, выйдет прямо к Новому году. Вот. Это все зависит от сезона, там, от видов охоты либо рыбалки. А здесь вот решились прям то, что медведь, и, в принципе, интересная тема, довольно-таки неоднозначная для многих, но, тем не менее, очень интересная охота. Вот можно ли приоткрыть завесу тайны? Наверняка уже съемки прошли второго и третьего, наверняка, выпуска. О чем там пойдет речь? Ну, немножко приоткрою, да. То есть нынче будет горная охота. Думаю, что те съемки, которые мы уже сделали в Булунском районе. Кстати, мы снимали совместно с очень известным федеральным охотником, который на федеральных каналах. Ну, не буду все тайны раскрывать, скоро увидите. Горная охота на снежного барана, рыбалка будет, конечно же. К сожалению, вот совсем не успели отснять доплавающую дичь, осеннюю охоту. Хотели очень, но никак не получилось у нас. Ну и, как обычно, накопытные. Дальше, может быть, еще даже зайцев нынче разрешили. Успеем, если отснять материал, то выйдет в эфир. Вот мы тогда разговаривали с твоим отцом в апреле, когда был юбилей программы. Он сказал, что есть планы по появлению канала охоты и расширение вот как раз-таки на YouTube, на социальных сетях. Вот как эти планы сохраняются и как планируется приумножить? Ну, Иван, вообще хочется поделиться таким своим чувством, то, что вот отец, он очень много запланировал. У него были стратегические планы, прям все по полочкам. Он любил все по полочкам расписывать. У него прям, да, чуть ли не блокнот был, где было там вот цели, задачи, там галочки ставил. Очень тяжело некоторые планы приводить в жизнь, но тем не менее ни от каких планов, которые и задач, которые поставил отец, мы не отказываемся. Будем идти только вперед. Дело времени, конечно. Телеканал — это очень сложно, наверное. Все знают, что это совсем непросто, особенно для меня. Я с производством контента лично сам не сталкивался напрямую. Но вот все-таки думаем, что будет. Это все вопрос времени. Спасибо, Илья, что подошел к нам в студию. Сегодня с утра хочется пожелать удачи, новых идей, чтобы планы все эти исполнялись, чтобы была интересная охота и чтобы Байнай помогал. Спасибо. Спасибо. А мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь вместе с нами.
традиционной китайской медицины Пекина Хуата. Дипломированные врачи, диагностика заболеваний, моксотерапия, гуаша, банки, все виды лечебного массажа, иглорефлексотерапия, электропунктура, арикопунктура. Якутск, улица Винокурова, 97. Телефон 26 00 91. Уважаемые жители и гости столицы, агентство «Саха-концерт» открывает свой 25-й концертный сезон и рад пригласить вас на юбилейные мероприятия. 11 октября в ЦСП «Триумф» концерт блистательного, непревзойденного солиста легендарной группы Modern Talking Томаса Андерса. 12 октября в Доме дружбы Кулаковского самый известный иллюзионист страны Александр Муратаев выступит со своим легендарным шоу «Секрет». 12 октября в Государственном театре оперы и балета весь свет якутской эстрады на самом масштабном открытии юбилейного концертного сезона агентства «Саха-концерт». Агентство «Саха-концерт». 25 лет. Первый, лучший. Будь собой, будь популярной, ярко, стильно и не как у всех. Более 1000 моделей по нереально низким ценам. Торговый дом СРБК. СКА Мебель. Осенний ценопад до 40%. Кухни, диваны, мебель для офиса, детских садов и школ. Можно оформить в рассрочку или кредит. Ждем вас по адресу 50 лет Советской армии 30. Телефон 700 590. Премиальные меха. Новая эксклюзивная коллекция шуб в меховых салонах «Торнадо». Скидки на новинки. «Торнадо» – все лучшее для вас. Иеба бусирге. Андойты. Ананнын кинеха. Барабыт мақталар. Бусирге тереппит. Бұл күні көрдөрпит. Бихеха иебит. Күн теңе кехебит. Алтынне 19 күнігер. Опера онна. Балет театрга. Ие мечәрі концерти программаға еңірабыт. Күнді иелер бит. Күнді тапталлах әбәлер бит. Чәген болун. Жаулах болун. Магазин кожи и меха «Истнова» закрывается. Фабричные цены на все. Спешите купить шубу или дубленку с максимальной выгодой. На Крупская, 13. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, телефон студии 8 914 279 22 62. На него можете отправлять WhatsApp-сообщения подобного рода. С днем рождения поздравляем сестренку Борисову Викторию. Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, любви и статы родные. Ну а пока вы пишете ваши поздравления, пожелания, я хотел представить нашу гостью, которая пришла к нам в связи с Всемирным днем почты. Это заместитель директора управления Федеральной почтовой связи Республики Саха-Якутия, акционерного общества «Почта России» по коммерции Ариадна Артемовна Лыглаева. Доброе утро. Доброе утро, Иван. Ну и с праздником в первую очередь. Спасибо. Все-таки последние новости какие из области реформирования почты и нашей республики в частности? Да, хотелось бы отметить, что 1 октября Почта России стала акционерным обществом. При этом Почта России остается стратегическим предприятием в России и продолжает реализацию своей социальной функции. Акционирование для почты позволит стать более оперативной и гибкой в принятии своих решений. Ну вот из-за акционирования какие-то задачи поменялись, нет, перед Почтой России, или остались прежними, или, может быть, их количество, наоборот, увеличилось? Иван, действительно, задачи очень масштабные стоят сейчас перед почтой. Мы сейчас модернизируем и развиваем все свои бизнес-процессы. Так, руководством Почты России было принято решение о развитии, строительстве логистических центров по всей стране. Их будет 38, и 2 из которых будут построены на Дальнем Востоке. В следующем году уже начнется строительство логистического центра в городе Хабаровске, и грузопоток будет перенаправлен из Китая в Хабаровск. В настоящее время посылки направляются сначала в Москву, а затем доставляются в Якутск. С введением в эксплуатацию таких логистических центров посылки будут направляться в течение 1 дня до Хабаровска и затем за 1 день до Якутска. Вот таким образом доставка грузов и посылок из Китая значительно сократится. Второй задачей является цифровизация,
развития онлайн-проектов и сервисов почты. Так, сегодня уже более 180 тысяч якутян зарегистрировались в системе Почты России и получают посылки с помощью кодов, которые они получают на свой телефон в СМС-сообщении. Также хотела сообщить о том, что Почта России участвует в цифровизации государственных услуг. Мы реализовали сервис электронных заказных писем. Это услуга для предприятий и учреждений с государственным участием, когда они могут свои письма направлять электронно для граждан, которые зарегистрированы на портале государственных услуг и отметили галочку о том, что они согласны получать электронные письма. В случае, если гражданин не поставил галочку, либо не зарегистрирован на портале, то он получает письма традиционным способом в конверте на домашний ящик. Вот как раз-таки, да, про традиционный способ, вот отличные слова, там цифровизация, модернизация. А если вспомнить старого нашего доброго почтальона Печкина с толстой сумкой там на ремне, да, который приносит там пенсию, газеты, вот сохранится ли этот образ в образе новой Почты России? Да, действительно, несмотря на большие масштабные проекты по цифровизации, Почта России все еще оказывает и традиционные услуги по доставке корреспонденции и печатной прессы. Как раз в эти дни проходит декада льготной подписки с 3 по 13 октября. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех наших жителей в отделение почты, чтобы оформить подписку на любимые газеты и журналы. Также хотела сказать, что проводится ежегодно Почта России благотворительная акция «Дерево добра». Что это за акция? Да, в рамках этой акции граждане, либо предприятия, компании могут в качестве благотворительной помощи оформить подписку для социальных учреждений. Это детские дома, дома престарелых, дома-интернаты, школы, библиотеки и так далее. Вот, кстати, о самих почтальонах. Все-таки сегодня День почты, это одни из самых главных героев. Вот по повышению заработной платы, есть ли оно и какие процентные ставки? Да, действительно, в настоящее время зарплата почты почтальона, вернее, довольно низкая. Это всем известно, не секрет. Но руководством Почты России было принято решение о поэтапном повышении заработной платы почтальонам. И в Якутии такое повышение планируется в мае 2020 года. В среднем будет повышение порядка на 20%. Ну и в завершении нашей беседы пожелания от вас, вашим коллегам. Я бы хотела, конечно, поздравить всех своих коллег с Днем почты, профессиональным праздником. Благодаря их кропотливому и ответственному труду вы получаете не просто посылки и письма, а хорошее настроение, удовольствие, радость. Хочу пожелать коллегам крепкого здоровья, счастья и хороших новостей. С Днем почты! Спасибо, поздравляю и желаю удачи в развитии Почты России у нас в республике. Спасибо. Всего самого доброго. А мы продолжаем наш эфир. И у нас в студии еще одни гости. Это представители ГУП ЖКХ Стафий Валерий Владимирович. Он ведущий специалист управления по обращению с отходами ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. И Елена Киреева, заместитель генерального директора ООО «Якутская К-сети». И поговорим мы сегодня вообще, что такое региональный оператор, каким образом сейчас организован вывоз твердых коммунальных отходов и каким образом взимается плата и так далее. Первый вопрос, наверное, вам. Что такое региональный оператор? Региональный оператор по обращению с твердокоммунальными отходами – это предприятие или компания, ответственная за весь цикл обращения с отходами, имеющих статус коммунальных. То есть в Республике Саха-Якутия по итогам открытого конкурса определено 5 региональных операторов по 5 ответственным зонам, и ГУП ЖКХ определен региональным оператором в арктической зоне, который находится в 13 арктических районов. А вот на какой срок определен региональный оператор?
Ну, в соответствии с соглашением с Министерством ЖКХ и Республики Саха-Якутия, региональный оператор в лице ГУП ЖКХ определен на весь срок действия соглашения, то есть на 10 лет. В течение этого срока ГУП ЖКХ будет осуществлять сбор, транспортирование, утилизацию и обезвреживание твердых коммунальных отходов в арктической зоне. А кто должен заключать договор с региональным оператором? Ну, заключение договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердокоммунальными отходами – это обязанность всех собственников ТКО. Кто такие собственники ТКО? Это собственники помещений многоквартирных домов, собственники частных домовладений, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица, в ходе деятельности которых образуются твердокоммунальные отходы. Якутская кассета является региональным оператором в центральной зоне республики. Много критики в средствах массовой информации получаете, наверное, ворох определенных писем. Вот вы сами, как представитель руководящего, как оцениваете ситуацию все-таки с вывозом твердокоммунальных отходов? Ну, говоря о ситуации непосредственно в городе Якутске, нужно отметить какой момент. Сейчас мы находимся в первом переходном этапе так называемой мусорной реформы. А здесь проблема основная складывается в силу того, что до 1 января 2019 года вывозом твердых коммунальных отходов занимались там больше нескольких десятков предприятий, и вся эта система была не структурирована. То есть даже гражданин, который добросовестно оплачивал эту услугу, он абсолютно не знал, как вывозятся эти отходы, куда они вывозятся. То есть в результате мы имели образование несанкционированных свалок и еще ряд проблем. Кроме того, данная услуга была жилищной. А сейчас, говоря о сложившейся ситуации, надо отметить, что любой переходный период – это всегда сложности. То есть сказать, что раз и вот с 1 января все прекрасно, все хорошо, мы не можем. То есть так как все сейчас это централизованно происходит, существует достаточное количество каких-то технологических проблем, организационных проблем, в том числе экономических проблем. То есть так как все это централизовали, необходимо достаточный объем техники иметь у одного предприятия. То есть до этого у нас ни одного такого предприятия не было, так как все было разрознено. В связи с этим, конечно, проблемы есть. Но тем не менее мы стараемся в меру своих сил исправить сложившуюся ситуацию. Вы обещаете, что будет лучше? Обещаю. Ну вот, давайте теперь по ценам, потому что население это тоже волнует, как формируется стоимость за вывоз и кто обязан платить в первую очередь? Ну, как уже было сказано ранее, обязаны платить все образователи отходов. Это у нас и собственники жилых помещений, и собственники нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных участков, то есть все, где формируются отходы. Говоря о формировании цен, здесь, опять же, так как сейчас у нас вывоз твердых коммунальных отходов, вообще обращение с ними стало коммунальной услугой, в отличие от прежнего периода, когда это было жилищной услугой, то тарифы устанавливаются органом исполнительной власти. Это региональная комиссия по ценовой политике. Есть какие-то льготы при оплате? Льготы, так как это коммунальная услуга, можно обратиться в агентство субсидий. А вот кто может быть претендентом на это? Все, кто малоимущие граждане, в первую очередь. То есть все, кому положены льготы, они обращаются в агентство субсидий. Так же, как и льготы на любые другие коммунальные услуги. Валерий, а если вдруг возникает стихийная свалка, кто ее должен убирать? Ликвидация стихийных свалок, вообще, если мы обнаружим стихийную свалку, ту же самую несанкционированную свалку, объемом больше 1 куба, то мы должны известить об этом собственника земельного участка, на которой расположена свалка, чтобы он ее ликвидировал. Далее собственник ликвидирует свалку сам или заключает договор с региональным оператором. Если в течение 30 дней этого не произошло, то региональный оператор устраняет свалку сам и выставляет счет на оплату. Спасибо большое. Хочется надеяться, что с вывозом мусора больше проблем не будет. Пожелать вам удачи в этом нелегком труде. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь вместе с нами.
Празднуйте новоселье уже в этом году. Застройщик АО ДСК сдает дом в 203-м квартале уже в конце 2019-го. 33 13 28. Что-то стало холодать. Не пора ли шубку брать? Теплые, качественные шубки отечественного производства по самым привлекательным ценам. С 4 по 13 октября. Дом дружбы народов, город Якутск. Магазин кожи и меха из Снова закрывается. Фабричные цены на все. Спешите купить шубу или дубленку с максимальной выгодой. На Крупская, 13. Алтыны сүрбәһис күнегәр театр гар сакал бәди бәтталана Валерий Ноев төрәбитә. Агын сылыгаран лаухлахан концерт спектакль булар. Валерий Ноев релдерен басың толырачылары оннан көһиттер рыгыттар белектер гыттыктыра. Бу долгутулага тылган кехетен Валерий Ноев чугаздагыра Аркадий Алексеев слайны тега. Сагалыныта 16-19 частан. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. 9 октября, день недели, среда. Давайте передадим слово информационной службе нашего канала и узнаем о последних новостях в республике и в России. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Неренгринские спасатели накануне извлекли из-под завалов мужчину. Происшествие произошло во время проведения работ по углублению канавы. Очевидцы сразу же приступили к спасению пострадавшего и вызвали экстренные службы. Спасатели и пожарные откопали мужчину и передали врачам скорой помощи. По предварительной информации, он повредил голеностоп, также возможно повреждение ребер из-за длительного сдавливания. Управление дорог Вилюй сообщило о демонтаже наплавного моста через реку Ачугуй-Батуобы на 1151 километре трассы Вилюй в Мирнинском районе. А демонтаж наплавного моста через реку Тюкян на 702 километре запланирован на 12 октября. В период начала ледостава до становления переправы будет установлен перерыв движения по данным водным преградам. Обратный ввод объектов в эксплуатацию намечен на 4-й квартал следующего года. Длина сооружения через реку Ачугуй-Батуобы составит 191 метр, через реку Тюкян 267 метров. Их ввод позволит ликвидировать временные переправы, благодаря чему участки трассы станут круглогодичными. 95-летний юбилей отметила Амгинская ветеринарная служба. Все эти годы ее сотрудники стояли на страже биологической и продовольственной безопасности района. Работали там многие видные специалисты, которые внесли свой вклад в развитие ветеринарной службы Улуса. Сегодня в 15 участках района работают 74 сотрудника. Один из них – ветеринарный врач Амгинского участка Василий Слепцов. Вот уже больше 20 лет он работает во благо благополучия людей, ограждая от опасных болезней животных. С каждым годом, можно сказать, это улучшается снабжение, медикаменты хорошие сейчас уже. Вот новое оборудование в прошлом году перевезли, вот УЗИ для собак, кошек и так далее. Ага. И в этом году вот операционный стол. Ну, можно сказать, мелкими шагами идем вперед. В Ленске продолжается строительство сквера старожилов и ветеранов. На данный момент производится планирование и разметка площадки, отсыпка и дальнейшее бетонирование территории. За создание городского объекта проголосовали сами ленчане в рамках программы «Комфортная городская среда». Контракт переходящий, работы продолжатся в следующем году. По завершению в городе появится еще одно комфортное место для отдыха. У нас разбито на 3 этапа. Это сквер, будем говорить, сквер ветеранов. Сегодня мы устанавливаем флагшток. То есть первый этап – это монтаж фундамента и сборка и монтаж самого флагштока. То есть все остальные работы поэтапно будут переходить на весну и летний период окончания.
Сегодня Всемирный день почты. Он проводится ежегодно с 1969 года по решению Конгресса Всемирного почтового союза. Цель этого праздника – пропаганда роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и его вклад в социально-экономическое развитие стран. День российской почты наша страна отмечает во второе воскресенье июля. В России сегодня более 40 тысяч отделений почтовой связи. Компания охватывает своими услугами 99% территории страны. 286 школьников со всей республики съехались в Якутск, чтобы побороться за звание чемпиона Якутии по шашкам. 24-е республиканские соревнования среди детей школьного возраста по русским шашкам проводятся на призы мастера спорта СССР, призера Европы среди ветеранов Николая Савинова. Участники – это юноши и девушки 4 возрастных категорий с 2004 по 2011 годы рождения. Победители и призеры по 10-е место получат денежные и поощрительные призы. Призовой фонд турнира составил 80 тысяч рублей. Заниматься шашками, шахматами очень полезно, потому что, во-первых, отвлекает от компьютера. Целыми днями сидеть за компьютером, толкать или думать над доской шахматными задачками или соревноваться шашка-шахматы, эта голова очень хорошо работает. И все наши ребята, которые играют и очень хорошо играют, очень хорошо учатся. Столько лет, столько соревнований ездят, все равно они учатся только на 4,5. Лыжный сезон начался в Алданском районе. Накануне там прошла первая тренировка. В заезде участвовали около 100 спортсменов. В Алдан приехала сборная юниоров Китая, а 15 октября заедут все остальные команды. Это и Хабаровский край, Приморье и Южно-Сахалинск. Как отметили в Центре подготовки лыжников, сборная России в этом году будет представлена малым количеством спортсменов. Также стоит отметить, что этот сезон по меркам лыжников начался немного позднее, чем в предыдущие годы. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь. Доброе утро. Мы продолжаем и поговорим сейчас о здоровье. О здоровье со стороны точки зрения онкологии. У нас в гостях заведующий поликлиническим отделением Якутского республиканского онкологического диспансера Елена Николаевна Александрова. Доброе утро. Елена Николаевна, отшумела, отгремела, я бы даже сказал, акция «Онкопоиск», в которой приняла участие огромное количество якутян. Можно ли уже подвести какие-то итоги? Акция «Онкопоиска» прошла у нас с 13 апреля по 1 июня по всей республике. Цель акции, конечно, это обратить внимание населения на данную проблему. Проблема существует. На сегодняшний день не секрет, что смертность от онкологических заболеваний очень высока. И цель этой акции – проведение скрининга, комплекса мероприятий, направленных на выявление болезни на ранних стадиях, когда еще нет симптомов болезни. И сдача онкомаркеров является неотъемлемой частью этого скрининга. А вот если в цифрах, сколько якутян прошло и что удалось выявить? Цифры уже есть на сегодняшний день. В акции участвовали непосредственно сам онкологический диспансер, также первичное звено, это поликлиники города Якутска, районные больницы. Старт данной акции дал глава нашей республики Асен Сергеевич. Очень радует, что население откликнулось на данную акцию. По результатам, уже цифры уже рассчитаны все, и результаты очень неплохие. В целом прошли через акцию 61 737 человек. Из них высокие показатели онкомаркеров были у 4737 людей. И вот эта данная категория людей прошла комплекс обследований, и в результате которого выявили те или иные заболевания. Не обязательно онкологические, это хронические заболевания, воспалительные заболевания. И уже из них выявили 20 больных раком. И очень радует, что мы выявили их на первых стадиях заболевания.
Вот, кстати, да, сразу вот 4000, ну, почти 5000, да, людей, у которых были положительные онкомаркеры, всего 20 выявлены. Вот сразу ли стоит вот людям пугаться, ой, у меня онкомаркер повышен? На самом деле показатель очень даже хороший, да? Если вводить на проценты, это получается 0,3 доли от всех сдавших анализы. Это из почти 62 тысяч пациентов больных получается, человек получается, да? Показатель неплохой и приравнивается к показателям общей диспансеризации в целом по Российской Федерации. Поэтому показатель, я считаю, что очень неплохой. То есть онкомаркеры не могут повышаться при каких еще заболеваниях? Онкомаркеры повышаются не обязательно при раковых заболеваниях. Да? Это могут быть какие-то, я еще раз повторюсь, при воспалительных заболеваниях в основном. Да? Это в основном, если проблемы есть с печенью, воспалительные заболевания женской половой системы. Ну, в целом воспалительные заболевания, какие-то хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и так далее. Поэтому хочется сказать населению, что если повышен какой-либо уровень какого-либо онкомаркера, это не обязательно онкологическое заболевание, может быть просто какие-то вот хронические заболевания, системные заболевания могут. Ну, в основном это воспалительные заболевания. Вот еще немного статистики тогда, да, сразу возникает вопрос. А что у нас в лидерах? Какой орган по онкологической патологии? Ну и есть ли какая-то градация мужчин и женщины, кто больше чему подвержен? В целом в нашей республике на первом месте по иерархии стоит рак легкого. На втором месте рак молочной железы, на третьем месте рак желудка и на четвертом месте рак печени. У женщин на первом месте рак молочной железы и уже на втором месте рак легкого получается. Вот фактор риска, какой можно определить возникновение онкологических заболеваний? Ну, видимо, рак легкого, в первую очередь, это курение. Факторов очень много, да. В том числе это неблагоприятные условия, да, экологические наши условия. Курение тоже немаловажный фактор, неблагоприятный. Также, как век информатизации, тоже стрессовые состояния и так далее. А так вообще философия рака очень глубока. И целая передача нужна, чтобы о факторах риска в целом все это рассказать. Ну вот а как заподозрить, что у человека возможна онкология? Вот каким образом это необходимо делать? Симптомов рака много на самом деле, зависит от локализации, да, рака, где находится этот рак. Но в целом общие симптомы – это, конечно, общая слабость непонятная, да, утомляемость какая-то, бессонница может быть, изменение массы тела. В основном это похудание, также прибавление массы тела тоже может быть. Такие вот 3 симптома. А что бы вот посоветовали тем, кто следит за своим здоровьем и вдруг что-то почувствовал? Может быть, какие-то процедуры проходить, может быть, там, наблюдение какое-то? У каждого человека есть, каждый человек прикреплен к поликлинике. У каждого человека есть участковый терапевт, фельдшер, может быть, да, и при возникновении каких-то неприятных ощущений, недомогания, человек не должен лечиться самостоятельно, должен обратиться именно к врачу. И уже врач непосредственно по симптомам, может определить какую-то причину, какой-то симптом и уже направить на обследование. Вот поликлиника онкологии переехала, как раз напомнить адрес, да, жителям, кто еще не знает. Поликлиника наша, онкологический весь диспансер, переехала в ноябре прошлого года в здание по адресу Стадухина, 81, корпус 1. И находимся мы с ноября там. Спасибо и поликлиника, большое. И стационар. Да, спасибо большое, Елена Николаевна, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать удачи в вашем нелегком труде, чтобы количество заболевших онкологической патологией медленно, но верно снижалось благодаря диспансеризации и прочим методам наблюдения. На этом у меня все. Мои коллеги продолжат эфир. Оставайтесь вместе с новым днем. Пока-пока. Всем хорошего настроения.